Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха, и мы с вами, дорогие братья, продолжаем тему поминания Всевышнего Аллаха посредством Его прекрасных имен. И тема сегодняшней лекции «Васфу асма'иллахи би аннаха хусна ва мадлулу далика». То есть, почему имена Аллаха описываются в Коране как наипрекраснейшие. Не просто у Аллаха красивые имена, да, что каждое имя, оно красивое, а именно хусна, то есть это форма, которая указывает на самые лучшие, на и прекраснейшие имена. И на что это указывает? На что это указывает? Читая книгу Аллаха, мы с вами видим, что благородный Коран, он призывает нас, когда мы взываем к Аллаху, чтобы мы взывали к Нему посредством Его наипрекраснейших имен. То есть, используя Его прекраснейшие, величайшие имена. И также Всевышний предостерегает нас суровым предостережением, чтобы мы не следовали пути тех, которые искажают имена Всевышнего Аллаха. И Всевышний пригрозил им, что для них расчет в судный день, воздаяние будет суровым. И поэтому Всевышний сурат Аль-А'раф, то есть ограды, аят 180, говорит: «Валиллахи аль-асма'уль хусна». То есть у Аллаха, Аллаху принадлежат аль-асма'уль хусна, то есть имена наипрекраснейшие, прекраснейшие имена. «Фад'уху биха», то есть взывайте к Нему, то есть зовите Его биха, используя эти прекраснейшие имена. «Вазару ллазина юлхидуна фи асмаихи». И оставьте тех, которые искажают Его имена. Которые искажают Его имена, саюджзауна, и те, которые искажают Его имена, они получат воздаяние макану ягмалюн, за то, что они творили. То есть Аллах предупредил их, что те, которые вводят в новшество, искажают имена Всевышнего Аллаха, Его атрибуты, воздаяние для них будет суровым. Суратуль Аграф, 180 аят. Поэтому от этого мы понимаем, что каждый мусульманин, он должен изучать и что? Пользоваться именами Аллаха. Потому что знание каждого имени, оно очень полезно для нас. И Аллах Тааля говорит: «Фад'уху биха». То есть знайте, что у Аллаха есть прекраснейшие имена. И поэтому, когда вы будете что-то просить у Него, просите у Него через эти имена, используя эти имена. Также этот аят указывает на то, что мы должны держаться подальше от тех, которые искажают имена Аллаха, искажают Его атрибуты. И Аллах сказал: «Саюджзауна», они вскоре получат воздаяние за то, что они творили, макану ягмалюн. То есть Аллах предупредил их. И в другом аяте, это сура Фуссилят, то есть перевод на русский, разъяснены. Фуссилят, аят 40. Всевышний говорит: «Инналлазина юлхидуна фи аятина». Воистину те, которые уклоняются от наших аятов, ля яхфауна алейна афамай, то есть они не могут скрыться от нас. Аллах говорит: мы их видим, мы их знаем. И вот Аллах спрашивает у нас: афаман юлка финнари хайрун
амман яти аминан яумал кияма. Кто лучше положением? Тот, который будет брошен в огонь в судный день, или же тот, который придет в судный день, будучи в безопасности? То есть кто лучше? Тот, которого бросят в огонь, или же тот, который придет в судный день, будучи в безопасности? И'малу ма ши'тум. Поэтому Аллах говорит: делайте, что хотите, совершайте, что хотите. Иннаху бима та'амалуна басир. Воистину Он видит то, что вы совершаете. Поэтому Аллах говорит: хотите, делайте то, что вы хотите, но знайте, Аллах видит вас всех. Сурат Фуссилят, 40 аят. И вот те, которые уклоняются от истинных значений Его имен и атрибутов, они те, которые уклоняются от Его аятов. А у Аллаха по отношению к этим людям предостережение суровое. Все эти аяты Всевышнего Аллаха нам указывают на то, что у Аллаха есть имена, и все они, абсолютно все имена Аллаха, они наипрекраснейшие. Хусна. Не просто красивые, а самые красивые, самые прекрасные. Потому что Всевышний Аллах, альхамдулилля, Ему присуще только совершенство, только величие. Он прекрасен. Аллах прекрасен. Инна Аллаха джамиль юхиббуль джамаль. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: воистину Аллах прекрасен и любит только прекрасное. Инна Аллаха таййибун. Аллах лучше, Аллах хороший, и валя яхбалю илля таййиба. И Аллах не может принимать ничего, кроме хорошего. Аллах принимает только лучшее. Так ведь? Его величие. Поэтому Аллах не может называться ничем иным, кроме как самым прекрасным. Поэтому все имена Аллаха, абсолютно все, самые прекрасные. Все атрибуты, всем атрибутам Аллаха присуще только совершенство, только величие, и все они могут быть только самыми лучшими и прекрасными. То есть каждое имя, оно призывает, оно указывает на самые лучшие, то есть оно указывает на прекраснейшие качества Всевышнего Аллаха. И Аллах не может быть описан ничем иным, кроме как самым прекрасным. Идем дальше. Всевышний Аллах в Коране описывает себя и сообщает нам, что у Него есть имена, и этим именам присуще только совершенство, и они являются самыми прекрасными в 4 местах. То есть асмауллахиль хусна, что имена Аллаха самые прекрасные, на это указывает 4 аята. Первый аят мы с вами уже приводили, это сурат Аль-А'раф, ограды, 180 аят, который начинается со слов «Валилляхи аль-асмауль хусна». Аллаху принадлежат наипрекраснейшие имена. Следующий аят, это сура Аль-Исра, ночное перенесение, аят 110, где Всевышний говорит: «Кули д'уллаха ауи д'ур-рахман». Скажи им: вы будете взывать к Аллаху или же взывать к милостивому, то есть оба это имена Аллаха. Айяма тад'у фалахуль асмауль хусна. Как бы вы к Нему не обращались, как бы вы не взывали к Нему, фалахуль асмауль хусна, Ему принадлежат самые прекрасные имена. Суратуль Исра, 110 аят. Это уже второй аят. Третий аят, это сурат Таха, 8 аят, где Всевышний говорит: Аллаху ла иляха илляху. Аллах ла иляха илляху. Нет истинного божества илляху, кроме Него, Он един. Лахуль асмауль хусна. И Ему принадлежат наипрекраснейшие имена. Это уже 3 аят. И 4 аят, сурат Аль-Хашр. Хашр — это сура сбор. Аллах соберет всех. Ва каулюху та'аля хуа Аллахуль халику. Аллах перечисляет. И Аллах, кто? Аль-халику, то есть Он является Творцом. Аль-бариу, Создателем.
аль-мусауир, то есть тот, который дает облик. Аль-мусауир от слова сурат, то есть который дает нам изображение. Лахуль асмауль хусна, и ему принадлежат самые прекрасные имена. Вот здесь, машаллах, Аллах повторяет 3 имени, да, своих, но, казалось бы, все эти 3 имена Аллаха, они указывают на одно и то же, то, что Он Творец. Валлахуль халик, то есть можем перевести как Создатель, Творец. Аль-Бари, то есть в русском переводе мы прочитаем, что это Создатель, Творец. Аль-Мусауир, тоже Творец, который творит, создает нас в таком облике, в котором Он пожелает. Вот даже можно задать вопрос, а в чем разница, да? И Ибн Касир, рахимахуллах, в своем тафсире все-таки разделяет, потому что это 3 разных имени, да? Но они указывают на создание. Хотя в переводе, я смотрел, там Создатель, Творец и тот, который, по-моему, дает облик, да? Ибн Касир говорит, что Аль-Халик – это тот, который предопределяет создание кого, чего-либо. То есть Аллах принял решение создать что-то или кого-то. То есть это его решение, это его предопределение. А слово «аль-бари» – это тот, который воплотил в реальность, в жизнь свое решение. То есть «аль-бари» – Аллах предопределил сотворение кого-либо, а потом сотворил его. То есть все-таки есть разница, да? И Ибн Касир говорит, не всегда творение Аллаха принимает решение, и это у них получается. Только у Аллаха. Аллах един в этом. То, что Аллах предопределил, Он обязательно воплотит в жизнь. И никто не может ему ни помешать, его не остановить. Поэтому Аллах Аль-Халик, тот, который предопределяет сотворение чего-либо, кого-либо. Аль-Бари, Он это воплощает в жизнь. И Аль-Мусауир. Мусауир – это тот, который дает сурат, то есть облик. То есть Он предопределяет, Он воплощает в жизнь, то есть Он создает его в том облике, в котором Он пожелает. Поэтому Аллах ни у кого не спрашивает, да, какой облик ему придаст. И вот другой аят, фи айи сурати маша араккаба, как раз сурат Аль-Инфитар, раскалывание, по-моему, да, переводится, где Всевышний обращается к людям и говорит: «Я айюхаль инсан», «О человек». И здесь ученые говорят, Аллах обращается абсолютно ко всем. Он обратился и к мусульманам, и к многобожникам, которые наряду с Аллахом предают ему кого-то, что-то в сотоварищи, да? То есть они не отказываются от поклонения другим божествам. Аллах обращается и к атеистам, которые решили не уверовать в Него, проявить неверие, да? Аллах обращается к тем, которые пренебрегают величием Аллаха. То есть много мусульман, у нас очень много недостатков. Так ведь? По отношению к Аллаху, по отношению к нашим обязанностям перед Ним. Поэтому Аллах обращается к нам и говорит: «Я юхаль инсан», «О человек, ма гаррака», что ввело тебя в заблуждение, бироббикаль карим, в отношении твоего Господа, карим, великодушного, щедрого. То есть, что? Ты почему в таком состоянии? Ты почему многобожник? Знаешь, что Аллах тебя создал, зная про Его щедроты, ты ищешь для себя кого-то, который не заслуживает поклонения, и ты поклоняешься Ему. Аллах обращается к атеистам, то есть: «О человек, почему ты отрицаешь существование Аллаха?» Аллах обращается к тем, которые пренебрегают грехами. Почему ты нарушаешь законы Аллаха? Почему ты предаешь Аллаха к забвению? Почему ты отказываешься повиноваться Ему, поклоняться, благодарить Его? То есть Аллах говорит: «Бироббикаль карим», что ввело тебя в заблуждение по отношению к твоему Господу, великодушному, щедрейшему. Аллази халякака, ведь Он сотворил тебя. То есть тебя не было бы. И твоих мозгов заблудших не было бы. И твоих слов вот этих высокомерных не было бы.
и твоих действий против твоего Господа не было бы, Аллах сотворил тебя. Ты не был никем, ничем. Нам даже говорят, вот он меня кутарды, да? Я был никем, вот, спасибо этому человеку, он меня там вытащил из деревни, да. А ты кем был? А? Ты не был даже каплей семени твоего отца. Ты был ничем. Поэтому Аллах говорит, что? Ты почему в таком состоянии? Ты почему так думаешь об Аллахе? Ты почему отрицаешь Его? Ты почему пренебрегаешь Его величием? Ведь Он, аллади халякака, Он сотворил тебя. Он собрал тебя по клеткам, в утробе твоей матери. Как Аллах в суратуль Вакиа говорит, ни мать, ни отец не могут вмешиваться в эти дела. Они просто ждут. Там УЗИ сходят, к врачу сходят. Как все происходит, да? Весь этот завод, который мы не можем себе даже представить, да? Не можем изучить. Вот этот конвейер, который там, здесь там зрение, здесь органы дыхания, здесь сердечно-сосудистая система, здесь там опорно-двигательная система, здесь клетки, нервы, все, нейроны. Аллах собирает все там, да? И этот появляется на свет. Потом через 20 лет, 30 лет становится умным существом и говорит, Аллаха нет, или там ищет для себя других божеств. Поэтому Аллах говорит, аллади халякака, Он сотворил тебя. Фасауака, Он придал тебе прекрасный облик. Мы не родились какой-то массой, да, непонятной. Фаадаляк, Он соразмерил тебя. То есть, альхамдулилля, у нас 2 ноги, не одна. И обе ноги, альхамдулилля, расположены так, как это нужно. Альхамдулилля, у нас 2 глаза, и один здесь, другой тут. Нет. Аллах все правильно соразмерил. Фаадаляк, то есть адль, то есть правильно соразмерил. Уши, одно ухо тут, другое там. Нет. Оба на месте. Так ведь? Альхамдулилля, ни у кого, извините, но это и есть истина. Об этом мы должны говорить. Ни у кого половой орган не здесь, а там Аллах спрятал все это туда, где они должны быть. Аллах их спрятал. Фаадаляк. И ученые, когда говорят про машалла, это вот машалла, это мудрость ученых, да, мудрость Аллаха, они говорят, излагают. Они говорят, человек единственное существо, у которого лицо, лоб, голова всегда наверху, чем другие органы. Возьмите, говорят, любое животное, птица, рыба, чтобы элементарно взять, принять кусок пищи или воды, им приходится вот эту гордую голову опускать так, что его половые органы, да, его самые, так скажем, срамные места, они оказываются наверху, а голова, вот это самое уважаемое место, да, орган, он оказывается там внизу. Возьмите корова, собака, кошка, львы, гордые львы, тигры, все опускают голову туда. Так ведь? Рыбы, птицы, все вот так подбирают еду, так что у них все там, а самая уважаемая часть тела там. А Аллах только в одном положении, лицо, иногда высокомерное лицо, голова человека, лоб оказывается внизу всех органов. Это где? Во время суджуда. И больше нигде. Поэтому даже когда мы с кем-то здороваемся, у нас нет такого. Так ведь? Альхамдулилля, мы обнимаемся, мы руки даем, но мы не прогибаемся, мы не падаем ниц перед кем-то. Так ведь? Поэтому это то, что Аллах почтил нас. Почтил нас. Поэтому Аллах говорит, что вело тебя в заблуждение по отношению твоему Господу щедрейшему. Он ведь тебя создал. Он соразмерил тебя, Он дал тебе красивый облик. Да? Он дал девушке красивую фигуру не для того, чтобы она выступила против Аллаха. Да? Чтобы ее красота превратилась там, в национальное достояние, да? Там, народное достояние. Нет. Муж, халяльный муж
должен радоваться ее красотой. Поэтому ислам не против красоты, как некоторые говорят, да, ислам разрушает красоту. Нет, ислам просто упорядочивает все. Все должно принадлежать тому по праву, так ведь не всем подряд. Поэтому фи айи суратин, продолжаем аят, ма ша'a раккабак. То есть Аллах создал тебя в таком облике, в котором Он пожелал. Вот ни у кого Аллах не спрашивал, наверное, да? Нет, точно? Ни у кого не спрашивал, ни у наших родителей не спросил. В утробе, когда мы были в утробе матери, да, тебе какие глаза нужны? Да, тебе, может быть, там голубые глаза, там карие, потемнее, посветлее. Нет, никто не выбирал цвет волос. Ты там кем будешь? Блондином, блондинкой, там, брюнетом или там, шатеном? Никто не спросил. Никто не выбирал цвет кожи. Никто не выбирал родителей, никто не выбирал родину, никто не выбирал пол. Тебе, может быть, девочкой родиться или мальчиком, да? Нет, Аллах сам выбрал. И родителей, и родину, и эпоху, где мы родились, да? И даже срок родов. Врачи говорят, вот ты, наверное, вот так родишься. Нет, вот он за день до этого или позже родился. Так ведь? Ни пол, ни национальность, ни цвет кожи. Поэтому фи айи суратин ма ша'a раккабак. И это указывает на то, что мы являемся рабами. Хотим мы этого или нет. Так ведь? Мы являемся его рабами. Поэтому вот это как бы мы немножко ушли от темы. Да? То есть Аллах, тот, который предопределяет сотворение, Он воплощает это в жизнь в таком облике, в котором Он сам пожелает. Лахуль асмауль хусна, и Ему принадлежат и у него самые прекраснейшие имена. Сурат Аль-Хашр, 24 аят. Поэтому 4 аята указывают на то, что у Аллаха есть прекраснейшие имена. Аль-Аграф, 180 аят, Аль-Исра, 110 аят, Таха, 8 аят и Сурат Аль-Хашр, сбор, 24 аят. И вот все эти 4 аята, в этих 4 аятах описывается, что у Аллаха есть прекрасные имена. Прекрасные, не просто красивые, а самые прекрасные. И на это же указывает аят сурату Нахль, пчела, сура пчела, 60 аят. Валиллахил мафалюль агля. И Аллаху принадлежит самое наивысочайшее описание, наилучшее описание. То есть не просто Али-Агля, то есть самое наивысочайшее. И когда мы возвеличиваем Аллаха, мы говорим Субхану Раббиаль А'ля, А'ля. Мы говорим Аллаху Акбар. Аллах выше всего, выше всех. А'ля, наивысочайший. Наивысочайший. Вопрос. Почему эти имена самые прекрасные? Почему? Вопрос. Имена Аллаха являются самыми наилучшими, самыми прекрасными. Почему? Потому что каждое имя указывает на какой-либо атрибут Аллаха, который указывает, в свою очередь, этот атрибут на его совершенство и на его величие. То есть каждое имя хранит в себе значение какого-либо атрибута Всевышнего Аллаха, который указывает, в свою очередь, этот атрибут на совершенство Всевышнего Аллаха и на его величие. На его величие. Если бы, ученые говорят, если бы эти имена не указывали на что-то, и это были бы просто сбор каких-то букв, выражений, да, которые не имели бы никаких значений, то они никак бы не назывались самыми наипрекраснейшими. То есть каждое прекраснейшее имя указывает на прекраснейший атрибут Всевышнего Аллаха. Поэтому он является прекраснейшим. Фар-Рахман, например, Ар-Рахман, одно из имен Аллаха, указывает на что? Сифатур-Рахма. Это милость Аллаха. Указывает на милость Всевышнего Аллаха. Аль-Азиз, Всевышний могущественный, указывает на что? Могущество Аллаха. На величие Аллаха, на его могущество. Аль-Халик, то есть Творец,
указывает на что? На его творение. То есть то, что Аллах творит, Он создает. Аль-Карим, Аллах великодушный, щедрый, указывает на что? На его качество великодушия, щедрости. Аль-Мухсин, то есть Аллах, совершающий благое, указывает на что? На благо, на благо. И вот каждый таким образом, каждое имя указывает на что-то великое. То есть указывает на великий атрибут Всевышнего Аллаха. И поэтому он называется величайшим, прекраснейшим. И имам Ибн Кайим, у него есть такая книга, которая называется Джаля-уль-Афхам, то есть там разъясняются имена Всевышнего Аллаха. И вот он говорит, что имена Всевышнего Господа куллюха асма'у мадх, то есть каждое имя содержит в себе прославление Аллаха, восхваление Аллаха. То есть каждое имя имеет значение, и каждое имя восхваляет Аллаха, прославляет Его. И если бы эти имена были пустыми, бессмысленными просто выражениями, да, которые не имеют никакого значения, то они бы никак не указывали на восхваление Всевышнего Аллаха. Никак бы не указывали на возвеличивание Всевышнего Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах, описывая свои имена, Он сказал, что они наипрекраснейшие. Они прекраснейшие. Каждый из них является прекраснейшим. И поэтому Всевышний сказал: «Валилляхи», и у Аллаха аль-асмау аль-хусна. У Аллаха есть прекраснейшие имена. «Фад'уху биха», и взывайте к Нему через эти имена. Поэтому каждое имя, нет ни одного исключения, каждое имя из всех имен Всевышнего Аллаха содержит в себе значение одного из атрибутов, который указывает на совершенство и величие Всевышнего Аллаха. И вот Ибн Кайим приводит, вот в этой же книге приводит такую историю, которая случилась с арабами, когда арабы, бедуины, сидели и слушали аят Кария, чтеца Корана, который читал такие слова: «Вассарику вассарикату». То есть сарик – это вор, мужчина, а сарика – это воровка, то есть женщина. «Фактау айдияхума», то есть отсекайте им руки. Они просто читали, дошли до этого аята, а тут бедуины сидят и слушают. Да? А они же понимают смысл. Так ведь? То есть о чем речь? И Аллах говорит: вору и воровке отсекайте руки джазаам бима касаба, как воздаяние за то, что они совершили. Накалан мин Аллах, как наказание от Аллаха. И когда чтец Корана дошел до этого места, он перепутал слова. То есть он забыл окончание аята и перепутал имена Аллаха. И завершил такими словами: «Валлаху гафурур рахим». То есть вору, мужчине, воровке, женщине отсекайте руки как воздаяние за то, что они сделали, и как наказание от Аллаха. Воистину Аллах милостивый и прощающий. И когда они не знали аят, но они понимали смысл аята. И когда они услышали, один из них возразил, он сказал: «Лейса хада калям Аллахи та'аля». Это не может быть словами Аллаха. И тот посмотрел на него и сказал: «Ты хочешь сказать, что это ложь? Ты хочешь назвать слово Аллаха, слово Божье ложью?» А на что он ответил: «Нет, говорит, не хочу, но то, что ты читал, это, говорит, не слова Аллаха». То есть он понял, что когда речь идет о отсекании руки вора, и когда речь идет о наказании Аллаха, в завершении аята Аллах не может сказать, что он милостивый, прощающий. Когда говорит: «Отсекайте им руки», это мое наказание, ибо я прощающий и милостивый. Он говорит: это не может быть Аллах. И тогда чтец Корана, он вернулся к началу аята и повторил, и уже здесь завершил такими словами: «Валлаху азизун
хаким. Ибо Аллах, то есть отсекайте им руки, как наказание, как воздаянием за то, что они совершили, как наказание от Аллаха, ибо Аллах является могущественным и хаким, мудрым. Мудрым. То есть он уже исправил окончание. Почему? Потому что и вот здесь этот бедуин, который, может быть, и не знал этой суры, да, он сказал: садакта. Вот ты сейчас правильно сказал. То есть он понял, что не может быть так, чтобы Аллах говорит о своем наказании, а потом завершает словами: я прощающий. Да, Аллах говорит: накажите, ибо я прощающий. Поэтому вот каждое имя в каждом аяте, в завершении каждого аята имеет значение. Каждое имя на своем месте. И каждое имя указывает на что-то. Поэтому где-то милость Аллаха, а где-то его наказание. Где-то милость, где-то прощение Аллаха, а где-то шадидуль айкаб. Аллах суров наказание. И поэтому он сказал, этот араби, бедуин, сказал: вот теперь ты правильно сказал. Азза, то есть Аллах был могущественным, фахакама, и он был мудрым, он решил, факатаа, и отсек. То есть он могущественный, он принимает мудрые решения и отсекает. Мудрость в чем? Ну, мудрость есть, так ведь? Чтобы и ему больше не делать этого, и чтобы другим неповадно было. И он говорит, если бы он простил бы и смилостивился бы, он бы не отрубил бы. Поэтому тут эти имена, а здесь другие имена. И вот на что это указывает. То есть не может аяты о наказании завершаться именами Аллаха, которые указывают на его милость и прощение. И также не могут аяты, которые говорят о благах Аллаха, о его милости, могут завершиться именами, которые указывают на его могущество, на его то, что Аллах сокрушающий, то, что Он могущественный. Да? Потому что здесь что? Идет противоречие. Вот поэтому каждое имя, которое Аллах Тааля, которым Аллах завершает аят, то есть оно не просто так. Оно там по мудрости Аллаха Всевышнего. И поэтому очень важно знание об именах и атрибутах Аллаха. Потому что Аллах говорит: «Валиллахиль асмауль хусна». Аллаху принадлежат прекраснейшие имена. «Фад'уху биха». Поэтому взывайте к Нему, используя эти имена. Сурат Аль-Аграф, 180 аят. Так ведь? И вот мы взываем к Аллаху посредством Его имен. Вот здесь, если взывающий к Аллаху, который зовет Его, чтобы Аллах что-то дал ему, от чего-то уберег его, чтобы Аллах наставил его, простил его, да? Если взывающий к Аллаху захочет использовать, подчиниться этому аяту и использовать его имена и атрибуты, но он не будет иметь знания об этих, то он может использовать эти имена в ненужном месте. Так ведь? Поэтому, когда ему нужно попросить у Аллаха, например, ризк, он должен выбрать, подобрать из имен Аллаха атрибутов нужное его имя. И поэтому, когда он говорит: «О Аллах, дай мне пропитание, ибо ты раззак, дающий пропитание». Если, например, ему нужно, чтобы Аллах простил ему грехи, и если он скажет: «О Аллах, прости мне грехи, ибо ты сокрушающий, шадидуль адаб», да, что ты суров в наказании, значит, у него нет знаний. В чем? В его именах и атрибутах. И он неправильно использует эти имена. Поэтому мы говорим во многих аятах вот эти два атрибута, два имени, которые указывают на два качества Аллаха. Гафурур Рахим. Аллах прощающий и какой? Милостивый.
Поэтому, когда мы просим у Аллаха прощения, да, мы говорим: о Аллах, прости меня, ибо Ты прощающий и милостивый. Как один из праведных предшественников, который взывал к Аллаху и просил у него прощения, он сказал: о Аллах, я знаю, что у меня очень много грехов. Но сколько бы у меня этих грехов много не было, я знаю, что Твоя милость больше, чем мои грехи. Вот понимаете? Вот как он использует эти имена. То есть я знаю, что Твоя милость больше, чем мои грехи. Поэтому прости мне мои грехи. Вот, то есть он использует эти слова. Если ему нужны силы, то он говорит: о Аллах, ты мощен над каждой вещью. То есть иннака анта аля кулли шайин кадир, анта аля кулли, ва хуа аля кулли шайин кадир. То есть ты над всякой вещью мощен. Поэтому вот это очень важно. И если мы вернемся к словам мольбы, дуа, которые мы находим в Коране, во многих аятах есть готовые формы дуа. И это является самыми лучшими примерами для нас. Потому что какими мы бы там краснословными, там, какими бы там талантливыми в составлении предложений не были, мы не можем ничего сказать лучше, чем сказал Аллах. И почему мы должны учить те дуа, которые мы находим в Коране? Почему мы должны стремиться к изучению тех дуа, слова мольбы, которые использовал пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Потому что посланник Аллаха, он не сам придумал это, а Аллах внушил ему. Тем более, одной из особенностей нашего пророка, в отличие от всех пророков, не просто людей, да, он всегда говорил коротко, но очень содержательно. Поэтому то, что мы находим вот в этих ма'фурат, то есть в словах мольбы, которые оставил для нас пророк, саллаллаху алейхи вассалям, может быть 20 предложений, которые мы скажем Аллаху, да, изъясним свои слова, свои просьбы в 20 предложениях, может быть, мы найдем в одном предложении нашего пророка, который использовал. Поэтому вот здесь, изучая эти слова мольбы, мы находим как раз вот это правило. О чем мы просим, те же имена и атрибуты мы используем. Например, Суратуль Бакара, 127 аят. Раббана, о наш Господь, такаббаль минна, прими от нас. Почему? Иннака антас самигуль галим. Потому что ты являешься кем? Ас-самир, всеслышащим и знающим. Прими от нас, ибо ты слышащий и знающий. Суратуль Бакара, 127 аят. Дальше сура верующий, Аль-Му'минун, 109 аят. Раббана, о наш Господь, аманна, мы уверовали в Тебя, фагфир лана, прости нам, вархамна, и смилостивайся над нами. Почему? Потому что ва анта хайрур рахимин, потому что ты самый лучший из всех милостивых. То есть, Аллах, прости нам, потому что ты прощающий. О Аллах, смилостивайся над нами. Почему? Потому что ты самый милостивый. Если ты не смилостивишься над нами, тогда кто? Так ведь? Вот. И в хадисе, я не помню от кого, если надо, кому найдем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышал, как один из подвижников делал дуа. И знаете, он сказал такие слова. Аллахумма инна нас'алюк. Аллахумма инни ас'алюк. Я как имам, я все делаю во множественном числе. Поэтому у меня сейчас привычка. Все дуа, которые я нахожу в хадисах, я же имам, за всех делаю. Поэтому мне приходится во множественном. Я говорю мы. Там говорится я. Он говорил такие слова. Аллахумма инни ас'алюка. Аллах, воистину я прошу у тебя би анни шахидту аннака анталлах. Потому что я засвидетельствовал, что ты Аллах. То есть у кого мне еще просить? Я засвидетельствовал, я уверовал, что ты Аллах. Аль-Ахад, ты един. Ас-Самад, ты ни в ком не нуждаешься. Все мы нуждаемся в тебя. Аллази лам ялид ва лам юлад, который
не родил и не был рожден, «Валям якуль лаху куфуан ахад». И никто никогда не был ему равным ни один. И вот, когда он сказал эти слова, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он воззвал к Аллаху би исмихиль азам, то есть его самым величайшим именем. И если он попросит у Аллаха что-то, Аллах даст ему. Если и он позовет Аллаха, Аллах ответит ему. Поэтому, видите, как он просил? О Аллах, я прошу у тебя, потому что я засвидетельствовал, что ты Аллах. То есть, у кого мне еще тогда просить? Если я уверовал, что ты Аллах. Поэтому нет никого, кроме тебя. Все. И вот, это как раз пример того. И если посмотреть дуа, слова мольбы, которые использовал наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также мы видим вот эту связь. Что он просил у Аллаха, он использовал эти же, то есть соответствующие имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. И также хочу завершить сегодняшнюю лекцию словами также Ибн аль-Кайима, рахимахуллах, где он говорит, что Всевышний Аллах призывает своих рабов, чтобы они знали, изучали Его имена, Его качества, и чтобы они восхваляли Всевышнего Аллаха, возвеличивали Всевышнего Аллаха через Его имена. И чтобы каждый из Его рабов, он взял свою долю из поклонения, из рабства перед Ним через эти имена. Потому что у нас был отдельный урок изучения имен и атрибутов Аллаха. Он должен призывать, то есть он должен отражаться в нас. То есть человек, который не познал все величие Всевышнего Аллаха, он не может делать таваккуль Ему. Ты сколько человека не говори, ты положись на Аллаха, ты лучше расскажи ему, что Аллах самый сильный, что все в руках Аллаха. А потом он поймет, что только на Аллаха можно положиться. И ни на кого больше не. Вот поэтому, чтобы каждый из нас взял долю в поклонении Всевышнему Аллаху из Его имен. И также Всевышний любит, когда Он видит отражение своих атрибутов, величайших атрибутов, в Его рабах. То есть Аллах аль-Алим. Аллах всезнающий. И Аллах любит тех, которые стремятся к знаниям. Аллах любит знающих. Поэтому люди должны стремиться к знаниям. Они должны изучать, они должны знать. Так ведь? Поэтому не могут перед Аллахом сравниться знающие и незнающие. Не могут сравниться никак. Поэтому знающие и из рабов Аллаха на самом деле действительно страшатся его кто? Аль-Гуляма. Только знающие. Поэтому знание. Аллах знающий, Он любит каждого знающего. وَجَوَّادٌ يُحِبُّ كُلَّ جَوَّادٌ. Аллах любит давать. Щедрый. Джавад — это больше все-таки, ученые говорят, джавад, слово имя Аллаха, то есть означает качество Аллаха, который любит давать, много дает, щедрый. И поэтому Аллах любит тех, которые много дают. Поэтому, если хочешь, чтобы Аллах тебе дал, ты должен давать. Так ведь каждое утро пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, с небес опускаются два ангела, спускаются на землю, делают дуа. Один говорит: «О Аллах, дай дающему», а второй говорит: «О Аллах, забери у того, кто оставляет у себя». Поэтому Аллах дарующий, дающий, любит дающих. Альхамдулилля. Аллах джамилюн, Аллах прекрасный, юхиббуль джамаль. Он любит прекрасное. Когда мы делаем, если мы что-то делаем, мы должны стремиться делать это в прекрасном, наилучшем виде. Потому что Аллах прекрасный и любит прекрасное. Афуун юхиббуль афва. Аллах прощающий, Аллах любит прощающих. Поэтому, если хочешь, чтобы Аллах тебя простил, тоже умей прощать. Аллах любит прощающих. Хайюн юхиббуль хая ва ахлюху. Аллах
стеснительный. Хотя ему нечего стесняться, но он стеснительный. Мы знаем хадис. Когда человек поднимает руки, признавая свою слабость и нужду перед ним, его величие признавая, и просит у него, пророк ﷺ сказал, Аллах стесняется оставить его руки пустыми, без ответа. То есть, поэтому Аллах стесняется, и поэтому Аллах любит тех, которые умеют стесняться. Аллах любит их, тех, которые баррун юхиббуль абрар. Аллах благодетельный и любит тех, которые совершают благие дела. Аллах добрый, любит тех, которые совершают добрые дела. Шакурун юхиббу шакирин. Аллах сам шакур, Он благодарный. Он благодарный. Поэтому Аллах любит благодарных. Аллах благодарный. То есть, когда мы совершаем ради Него что-либо, Аллах дает нам аджр за это. Аллах прощает нам грехи. Когда человек просто, в хадисах говорится, что это был мужчиной, женщиной непристойного поведения, фахиша, блудницей. Когда она увидела собаку, которая вот-вот умирает, она опустила обувь, достала воды и просто напоила водой. И в знак благодарности, собака, может быть, хвостиком помахала, а больше она ничего не может. Но мы знаем, что за собакой, за созданием стоит кто? Создатель. Поэтому, если ты сделаешь это не ради собаки, а ради Создателя, то сам Создатель отблагодарит тебя. Поэтому был как такой случай, сестра подошла, я, говорит, что только не делаю, говорит, ради мужа. Он, говорит, такой неблагодарный, говорит. Я говорю, сестра, делай все ради Аллаха. И не жди от Него благодарности. Я говорю, мы такие, и вы такие. Делай все ради Аллаха. И никогда не сомневайся. Аллах, Он отблагодарит тебя. Поэтому, если ждать благодарности от людей, есть же у арабов такая поговорка, благодарность людей – цель недостижимая. Всем не угодишь, да? Поэтому Аллах поблагодарил блудницу и ввел ее, альхамдулилля, наставил ее на верный путь и простил ей грехи. Поэтому Аллах благодарный и любит каких? Аллах любит благодарных. Сабурун юхиббус сабирин. Аллах сам терпеливый. То есть Он не терпит боль, Он терпит с наказанием. Он может наказать тебя сейчас, но Он дает тебе отсрочку. Он дает тебе отсрочку. Он не наказывает тебя, Он дает тебе сигналы, уроки, отправляет к тебе людей, которые подсказывают тебе, что ты не прав, что так нельзя делать, что это несправедливо, что это неправильно. А потом только наказывает. Еще многое прощает. Так ведь? Поэтому Аллах терпеливый. Он каких любит рабов? Он любит терпеливых рабов. Вот такие слова приводит имам Ибн аль-Каим рахимахуллах. На сегодня достаточно. Иншаллах, Аллах нас обещает. Продолжим на следующей лекции. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллиллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.